Все желающие вернуться на родину должны направить свои обращения с контактной информацией на специальный электронный адрес. Граждане Таджикистана, застрявшие в московском аэропорту Внуково. 24 марта 2020 года. Министерство иностранных дел Таджикистана доводит до сведения соотечественников, что по поручению президента республики Эмомали Рахмона с 25 июня с целью поэтапного возвращения таджикских граждан запланировано выполнение чартерных рейсов. Рейсы будут осуществлены авиакомпаниями Таджик Эйр и Самон Эйр из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска и Екатеринбурга. В МИДе отмечает, что при оформлении на эти рейсы приоритет будет отдаваться, прежде всего больным, женщинам с маленькими детьми, пожилым людям, студентам, а также тем, кто выехал ранее в Россию в служебных целях. Для организации рейсов в посольстве Таджикистана в Москве и генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Уфе будут созданы специальные комиссии. В их задачу входит составление списка граждан. По результатам рассмотрения обращений граждане Таджикистана будут извещены для последующей покупки авиабилетов, сообщает Департамент информации МИД страны. Таджикистан возобновляет авиасообщение с Узбекистаном и ОАЭ. В этой связи гражданам страны, которые остро нуждаются в возвращении на родину, необходимо направить свои обращения вместе с контактной информацией и необходимыми документами на электронный адрес charter@info.tj. Информация по датам выполняемых чартерных рейсов будет сообщаться дополнительно по мере согласования вопроса и получения разрешения авиационных властей России. В конце марта Таджикистан закрыл воздушное пространство по всем направлениям в связи с пандемией коронавируса. Россия прекратила регулярные авиасообщения с другими странами с 27 марта. Из-за этого в российских городах застряли несколько сотен таджикских граждан. В конце мая были организованы несколько чартерных рейсов из разных стран мира по вывозу таджикистанцев. В частности, из России были доставлены спецрейсами депортированные граждане Груза-200. Между тем, не дождавшись открытия воздушных границ, люди стали уезжать наземным транспортом, сталкиваясь с проблемами на границах соседних стран.